надзор за соблюдением федерального законодательства нами выявлено 38 тысяч нарушений закона. В целях их устранения внесено около 3400 представлений. По протестам прокурора мною изменено 3300 незаконных правовых актов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 5000 должностных лиц. В целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и государства в суды направлено более 8000 исков на сумму 435 миллионов рублей. Судами удовлетворено 8306 исков на сумму 357 миллионов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 185 уголовных дел. Одним из самых актуальных вопросов остается выполнение программы расселения аварийных многоквартирных домов. Республика Коми приняла на себя обязательство к 1 сентября 2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. С начала действия программ прокурорами принимались меры по предотвращению нарушений законодательства о закупках, градостроительной деятельности, долевом строительстве, нарушений прав граждан на достойное жилье. За весь период их исполнения выявлено 1798 нарушений закона, в целях пресечения которых внесено 200 представлений. 101 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, опротестовано 158 правовых актов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 28 уголовных дел. Вместе с тем, низкая исполнительская дисциплина и безалаберность должностных лиц муниципалитетов, отсутствие четкой стратегии реализации программ органов государственной власти республики ставят под угрозу исполнение принятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья. Так, на сегодняшний день остаются недостроенными 4 жилых дома по второму этапу в Печоре, строительство которых было начато еще в 2015 году фирмой, возглавляемой небезызвестным Ракитянским, в отношении которого по материалам прокурорской проверки за хищение бюджетных средств, выделенных на строительство, возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передано на рассмотрение в суд. Руководством республики еще в мае 2016 года озвучено решение об изменении способа расселения аварийного жилья. Вместо строительства новых домов предусмотрено приобретение готового жилья, что должно было сократить сроки реализации программы. Соответствующие изменения в программу внесены в июле 2016 года, однако из-за нерасторопности местных властей на сегодняшний день не завершены процедуры приобретения 253 квартир по третьему этапу. Так, администрация Ухты обязалась переселить 172 человека, проживающих в 7 аварийных домах, до конца 2016 года. Однако приступила к разработке аукционной документации и проведению процедуры торгов лишь в ноябре, и только после объявления предостережения прокурором города. В итоге муниципальный контракт заключен 24 декабря 2016 года и, соответственно, в сроки, установленные программой, не исполнен. К сожалению, даже полная реализация программных мероприятий не позволит решить проблему. На территории республики остается 1151 дом, официально признанный аварийным. Кроме этого, масса жилых домов фактически являются аварийными и подлежат сносу и расселению. Недавно оказалось, что в обиход муниципальных чиновников входит и новое понятие – жилье, непригодное для проживания, которое они обещают расселить сразу после того, как расселят аварийные. Если кто-то не читал, то я говорю о статье в газете «Республика» за 21 января. Воркутинские власти не намерены ждать третьей аварии. Хотя понятие «непригодное жилье» относится лишь к отдельным помещениям в жилом доме, которые подлежат не расселению, а ремонту. А вот у аварийных домов лишь две судьбы – снос или реконструкция. Быть может, именно по этой причине в некоторых муниципалитетах, используя формальные поводы, их и не признают таковыми. Например, администрация Воркуты отказалась признать аварийный многоквартирный дом 1967 года постройки по улице Льва Толстого в поселке Варгашор на том основании, что пенсионерка, обратившаяся с заявлением, не представила заключение специализированной организации. О том, что больше половины квартир в этом доме принадлежит самой администрации, и в соответствии с законодательством муниципальные чиновники сами должны инициировать признание дома аварийным, они, к сожалению, забыли. И даже выявленные межведомственной комиссией нарушения целостности несущих конструкций дома и его более чем 50% объемов не заставило их признать дом аварийным. Я уже не говорю о том, что у них вообще стоит вопрос о объединении, расселении в связи с пустующим жильем, на что они постоянно жалуются. В
преддверии данной коллегии прокурором Воркуты опротестовано 5 подобных заключений. Перед администрацией города поставлен вопрос о проведении повторного обследования домов для решения вопроса о признании их аварийными. Однако за 2016 год только в Воркуте признано непригодными для проживания 201 жилое помещение. С подобными решениями в масштабах всей республики нам предстоит разобраться. Возвращаясь к проблеме отсутствия заключений специализированных организаций, представление которых является обязательным для признания дома аварийным, замечу, что функции по их выдаче вполне могут быть возложены на муниципальные учреждения, в составе которых имеются соответствующие специалисты в сфере строительства. Вместо этого муниципалитеты тратят бюджетные средства на оплату услуг сторонних организаций. Если органы местного управления не займутся этими проблемами прямо сейчас, то решить вопрос с аварийным жильем к столетнему юбилею республики не получится. В ходе предстоящей плановой проверки соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья прокуроры должны дать оценку всем решениям межведомственных комиссий о признании жилых помещений непригодными для проживания. Средствами прокурорского реагирования необходимо заставить муниципалитеты принять законные решения по каждому такому дому. Следует вернуться к проведению надзорных мероприятий, которые нами были организованы в 2013 году с использованием методических рекомендаций, направленных на места 20 декабря минувшего года. А профильному управлению оказать практическую помощь в исполнении задания, обеспечив качество и обоснованность прокурорского вмешательства. Одна из актуальных наших задач – надзор за деятельностью контролирующих инстанций. Добросовестный, честный, прозрачный бизнес, как справедливо заметил президент России, должен быть надежно защищен со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и